А в Горном районе сразу в 5 населенных пунктах запустили цифровое телевидение. 10 каналов с высоким качеством теперь доступны для населения района. Руководство РТРС уже наметило планы на запуск второго пакета вещания, что подразумевает включение еще 10 телеканалов. Юлиан Бояркин расскажет подробнее. Видите, как красиво смотрится. Пенсионеру Дмитрию Павловичу повезло. Теперь он сможет смотреть сразу 10 телеканалов вместо 4, как было раньше. Но больше всего ветерану нравится качество картинки. Раньше ему приходилось постоянно поправлять антенну. Качество очень плохо. Ну, минут 4-5 вначале мы занимаемся настройки антенны и так далее. И телевизора. Цифровое телевидение в Горном районе ждали давно. Теперь оно доступно сразу в 5 населенных пунктах. Для сельских жителей это событие наиболее радостное. Предоставление качественного телерадиовещания – это одно из условий благоприятного проживания населения, особенно в сельской местности. Больше половины населения республики проживает в сельской местности. Телевизор для них – это практически основной источник информации и досуга. Цифровое вещание основных телеканалов на всей территории Якутии обещают уже в следующем году. Охватить всю республику цифровым телевидением РТРС планирует уже к концу 2016 года. Всего будет построено 210 объектов телерадиовещания. Строительство объектов цифрового телевидения идет уже несколько лет. Сейчас на очереди Вилюйские и Ленские улусы. По словам подрядчиков, большие сложности при возведении подобных объектов доставляют сильные морозы. Все-таки морозы сказываются и на все работы. В общем, тяжелые условия, но ничего, стараемся. Пока в Якутии идет вещание только 10 основных телеканалов и 3 радиостанций России. С 2017 года планируется внедрить и второй мультиплекс, включающий в себя в основном развлекательные программы. К концу 2016 года мы должны завершить реализацию именно в части первого пакета программ. А уже до 2018 года мы уже говорим о втором пакете программ. Впрочем, жители Горного района рады и 10 телеканалам. А те программы, которые не вошли в первый пакет, можно посмотреть и через обычную антенну. Ее пока никто отключать не собирается. Юлиан Бояркин, Роберт Набиев, село Бердигистях, Горный район.